А мне вообще дали перчатки, у меня руки не сгибаются. А у меня тоже не сгибаются. Мастерство, оно и есть мастерство. Вот есть у меня к тебе такое предложение. Ну, попробуем разобрать в перчатках. Да. Так. Ну, толстый попробуем. Что там? А у меня ж палец сюда не влезает. Эй! Эксперимент будет проводиться для подтверждения нашего тезиса о том, что Хеклер разобрать в перчатках проще, чем Глок. Мы вот сейчас попробуем. Старт! И давай. Ну что, старт? Да. Как ты так сделал? Братан, практика. Какая практика? У тебя другие перчатки. Какие? У меня побольше. А мне вообще дали перчатки, у меня руки не сгибаются. А у меня тоже не сгибаются. Не надо, у тебя нормальные перчатки, у меня для Симунишина. Как ты достал там? Ничего себе, блядь. В перчатках. Охренеть можно. Раз, два, три. А у тебя старый пистолет? Не, новый. Старый, вон новый. царапины. Че, ты сдался, что ли? Не, почему? А что ты хочешь? Я пошутил. Мастерство, оно и есть мастерство. Конечно, меня в очередной раз обманули, дав мне перчатки Симунишина, но на самом деле мы понимаем, что пистолеты эти, это великолепно изготовленные вещи. Что касается разницы... Видишь, вот тут с перчаткой сюда не влезает палец, а здесь специально разница. Ну, у тебя еще такой палец. Ну да. Вот здесь на Хекле специально сделан чтобы можно было оперировать с перчатки. Больше зимний. Попробуй. Да, может выстрелить. Заряди. Попробуй. Но с другой стороны, она не влезает, но работать-то можно. Да. А теперь попробуем. Да, вот здесь есть один нюанс, который, ну, такой чисто эргономический момент, что в толстой перчатке, толстой неопреновой перчатке с кожаной лицевой рабочей частью, в Глок трудно засунуть, трудно оперировать в этой перчатке. А в Хеклере, видимо, поскольку эта модель все-таки позднее была, это дело, над этим делом поработали. В этих перчатках работать с пистолетом невозможно, это, ну, в общем, довольно толстые перчатки. Вот давай, кстати, про перчатки поговорим. Перчатки, как зимние, так и летние перчатки, которые могут хорошо вентилироваться, они нужны, правда? Õige, sellepärast et olen kasutanud neid kindaid pikalt ajalt missioonidele ja asjadele. Siin on, miks on kinnast vaja? Esiteks on see vaja, et kui opereerid, ütleme, Afganistanis, Iraagis, kus on väga kuum, siis ei saa võtta relva kätte, relv läheb kuumaks. Jah, горячо. Да. Ja mis selles suhtes on väga huvitav, et need kindad on väga sellised õhukesed nahaga, et sa tunnetad relva. Pluss, mis mulle kõige rohkem meeldib, on siin sellel, on see higi pühkimise, siin ma näitan, on tehtud spetsiaalne higi pühkimise tükk, et sa saad siit pühkida higi ja niimoodi, et siit higi pühkida. Ja väga hästi ventileerib ja hästi tunnetad relva ja päästikut. Это väga head kindad on. Вот совсем совершенно я с Андреем согласен. Перчатки, наверное, одна из основных частей экипировки для
какой-то работы в странах, в которых жарко, и жарко постоянно. Во-первых, сама по себе перчатка защищает руку от нагретого металла. То есть не обязательно должно быть оружие. Это бронетехника, это автомобили, все горячее, все нагревается под солнцем очень сильно, и это может, не будет каким-то ожогом таким уж совсем, но это некомфортно. То есть перчатка нужна. Любые действия, которые происходят, мы говорим пока о теплых странах, подразумевают под собой какое-то травмирование. Это не обязательно должна быть какая-то боевая рана, но поскольку это могут быть куски проволоки, стекла, каких-то сучки, дерево, эти растения с этими шипы, да. Это все может нанести травму, которая здесь у нас в Эстонии вообще за травму-то никто бы не посчитал. Вытащил этот шип, там эту царапинку там замазал йодом, либо обработал каким-то образом там, то там оно может превратиться в такую ужасную историю, что можно просто лишиться пальца и даже и руки, потому что будет заразиться кровью. Да, будет заражение крови, будет абсцесс. И перчатки, они, конечно, абсолютно необходимая вещь для работы в жарких странах. Перчатки с вентиляцией – это не реклама, но это очень хорошие перчатки с вентиляцией. Мало того, что они защищают внутреннюю сторону ладони, они вентилируются здесь за счет сетки. И здесь вот есть такая накладка, которая позволяет просто, допустим, вытереть пот с лица. В принципе, можно даже аккуратно протереть оптику, если уж совсем нечем. Можно пользоваться любыми перчатками, не обязательно должны быть какие-то фирменные перчатки за бренд, потому что, насколько я знаю, ты вообще пользовался перчатками. Да, купленные просто в этом ehituskaupluses. Просто в этом строительном магазине. Очень хорошие перчатки, очень рабочие. Очень хорошие. Да, опять здесь возникает момент. Финансирование. Если есть возможность, конечно, лучше купить проверенный бренд. Почему? Потому что за него отвечает производитель. И либо просто простые какие-то перчатки, которые гораздо лучше, нежели вы будете вообще без перчаток. Понятно, что в условиях Эстонии, в условиях зимы, в условиях холодного времени нужны перчатки теплые. Вообще лучше всего варежки. Понятно, что в варежках работать с оружием невозможно. Потом были придуманы варежки. Варежка с одним пальцем, да. Но все равно эти вещи, они, конечно, спасают. Это мелочи, которые спасут вам жизни, позволят выполнить задачу, и все кончится хорошо или нет. Все малейшие моменты экипировки, это все написано кровью и травмами. И если есть наколенники, значит, нужно ими пользоваться. Если есть шлем, то значит, нужно его носить. Если тебе судьба послала шлем, то надо его одеть. Если тебе судьба послала перчатки, значит, нужно их одеть. Нет перчаток – плохо. Но если есть, нужно пользоваться. Есть такой закон Мерфи. Да, Мерфи, да. Мерфи – это английский военный инженер. Имя я его не помню, Мерфи. Он вывел такой закон, который гласит, если в цепи событий есть хоть одно мерзкое, оно обязательно случится. А если два, то они обязательно произойдут. И обои. И в самой мерзкой последовательности.